Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшукшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В канун Международного дня защиты детей президент Абхазии посетил Калдахварскую школу и Сухумский лицей-интернаты. Парламент утвердил отчет о республиканском бюджете за прошлый год. Подробный материал из сессии парламента в репортаже наших корреспондентов. В центре «Проспект» прошла презентация пособия по превенции насилия, буллинга и кибербуллинга в отношении детей. В канун Международного дня защиты детей президент Абхазии Аслан Бжаня посетил Калдахварскую школу и Сухумский лицей-интернаты. Калдахварские школьники готовились к встрече с президентом, представили праздничную программу с песнями и танцами. Здесь обучаются 137 детей из двух районов – Гагарского и Гудаутского. Среди них и победители Олимпиад. Во встрече участвовал и министр просвещения Инал Габли. Президент Аслан Бжаня тепло пообщался со школьниками, поздравил их с Днем защиты детей и преподнес полезный подарок – проектор с экраном и мультимедиа-центр. Хатырызку ацевца, хатырызку арцевца, зараз наприяку икобра, тау пашас хорстахуб, еще десна хорстахуб ехетве нуха, ахучкорихчера, амчха, бриза, анухакуб, шадны холозад, саробаси стахуб, в интернат, дара, традиция змо интернату, абрат, если шаги, зараз тоз, я урыж доз, اسم شقي بزين ترارتون أبصر نقرقون حبشة لخنتاس حما شرشوب يخترازتو أبسنا بيبش شرشوب أنصدود في خبشات معشان أترافتا شخش ميزن جبا يشبا في بسات قل بزي يشبا في بصورة نقشقا أبريش حسب استخوب يتوب دارتزا وس بزي بحبشة أنصحي كل شلا. Затем Аслан Бжаня посетил местный спортзал, посмотрел на игру юных баскетболистов и сам закинул мяч в корзину. Сложилась спортивная и дружественная атмосфера. После президент выехал в столицу. В Сухуме была запланирована еще одна встреча со школьниками, на сей раз с учащимися Сухумского лицея-интерната. И здесь президента встретили радужно с праздничной программой. Аслан Георгиевич пожелал всем детям счастливого детства и мирного неба над головой. Преподнес праздничный подарок. يشتاق الشرطة شعارك سجرات خزرجة شعارك يستخوك وبس درب زعلاقي بالإنترنت يالبو يرزق بزيخو يتف أدوني دوش بشعوا يبسط جرام زيوا أبسنا أخين زنزع زاكم بانتزكي يزبق الحو وبس على إزبانا بزر شراش إنترنت يالجو كز وسير درو رسول يجيش حرتخوما على اسم شقيق عن تراديция по اسم شقيق إيقان عرفت شو بزيد زفا عرفت شو سخدم методика كزماز ورد تراديция по издрует бзиен и шасexто углянки топ حصل استخوب физики تشزنки фидесно على حبينا هدو. Глава государства Аслан Бжаня провел совещание с членами правительства и главами администрации районов, где обсудили значимые государственные вопросы. Расширенное совещание смотрите в нашем сегодняшнем эфире после выпуска новостей. Парламент утвердил отчет о республиканском бюджете за прошлый год. Также депутаты единогласно приняли во втором окончательном чтении законопроекта о внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Абхазия, утвердили отчет Национального банка и приняли ряд важных законов. Как прошла сессия и за что проголосовали народные избранники, расскажет Гугут Саварданя.
начале сессии депутаты парламента утвердили отчет Национального банка Республики Абхазия за прошлый год. Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций увеличился на 14,5%. Валюта сводного баланса кредитных организаций за 2023 год выросла на 2,2 миллиарда рублей и составила 19,5 миллиардов рублей. Сумма депозитов физических лиц в банках Абхазии на 1 января текущего года, по словам Барателли, составила рекордную цифру для республики – 3,3 миллиарда рублей. В прошлом году было выдано 13 404 кредита на сумму 5,8 миллиарда рублей. Физическим лицам 12 743 кредита на сумму 2,4 миллиарда. Юридическим лицам 321 кредит на сумму 2,5 миллиарда. В структуре денежных переводов отдельная история. По платежам очень часто интересуются по платежам за рубеж денежные переводы. Объем переводов составил 13,3 миллиарда рублей. Но это в основном пополнение российских карт. Очень много граждан Абхазии являются держателями карт российских банков. И из этих 13 миллиардов, наверное, около 10-11 это пополнение российских карт. А для осуществления платежей, дальнейших покупок 15% этой суммы приходится на переводы в страны Средней Азии. И также выросли, опять же, в свете событий, платежи в Турцию составили 1,5 миллиардов рублей, если в пересчете на рубли, или 11% всех переводов без открытия счета. Вместе около 4, да? Все вместе 13. Нет. Именно если Россию брать, имеется в виду Средняя Азия и Турция, да, около 4. Это то, что переводили физические лица, да, это получается? Без открытия счета. Без открытия счета. Да. Парламент утвердил отчет о республиканском бюджете за 2023 год. Его представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он отметил, что изначально бюджет прошлого года был утвержден с дефицитом в 1 миллиард 700 миллионов рублей, но все же с этой задачей удалось справиться. По-разному относились к этому, давали разные оценки. Наверняка не получится, наверняка не справимся, наверняка что-то не доделаем, но... Еще раз обращу внимание, но вот эти правильные, на мой взгляд, быстрые, срочные решения нам позволили преодолеть этот дефицит. Наверное, больше хочется сказать, что в течение 2023 года, с учетом внесения изменений в закон о республиканском бюджете, а также уточненной бюджетной росписи, на конец 2023 года параметры дефицита бюджета уже складывались в 2,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета с 1,7 дорос до 2,9. И с этим порогом тоже справилась бюджетная система, основываясь на тех решениях, которые были приняты. Собственные доходы государственного бюджета республики за 2023 год составили 9 миллиардов 823 миллиона 845 тысяч рублей. Объем российской финансовой помощи за тот же год составил 5 миллиардов 556 миллионов 258 тысяч рублей. Исполнение основных показателей республиканского бюджета за 2023 год составили по доходам 11 миллиардов 624 миллиона 310 тысяч рублей. По расходам 12 миллиардов 434 миллиона 158 тысяч. Собственные доходы республиканского бюджета за минувший год составили 6 миллиардов 68 миллионов 51 тысячу рублей. В прошлом году осуществлялась поддержка различных областей экономики. Самый масштабный объем был направлен на поддержку энергетической отрасли – 900 миллионов рублей. Из которых 140 миллионов рублей на приобретение приборов учета и 760 миллионов рублей на приобретение электрической энергии для обеспечения нужд страны. 50 миллионов рублей было направлено на реализацию мероприятий программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Там 67 проектов было обеспечено финансированием. Кроме того, республиканский бюджет полностью обеспечивал реализацию 12 целевых ведомственных программ.
на общую сумму 669,9 миллионов рублей, 5 из которых являются основными, приоритетными и относятся к сфере здравоохранения. Объем составил 444,5 миллионов рублей. Парламент утвердил отчеты об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год. Доходы пенсионного фонда за минувший год составили 1 миллиард 450 миллионов 993 тысячи рублей. Расходы 1 миллиард 327 миллионов рублей. Доходы государственного бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 201 миллион 161 тысяча рублей. Расходы 198 миллионов 806 тысяч рублей. Доходы Фонда социального страхования и охраны труда 179 миллионов 644 тысячи рублей. Расходы 163 миллиона 375 тысяч рублей. Доходы Фонда обязательного медицинского страхования 59 миллионов 608 тысяч рублей. Расходы 59 миллионов 608 тысяч. Доходы Фонда репатриации 249 миллионов 636 тысяч. Расходы 296 миллионов 247 тысяч рублей. Доходы Дорожного фонда 126 миллионов 733 тысячи. Расходы 104 миллиона 386 тысяч. На заседании было отмечено, что повышены пособия не только по рождению ребенка, но и по уходу за детьми. Раньше были сделаны такие нормы. Если мать из одного декретного отпуска шла в другой декретный отпуск, ей прекращали выплату пособия по уходу за ребенком, даже если срок 1,5 года не наступил. Сейчас мы инициировали, чтобы полностью была выплата произведена за первого ребенка рожденного, весь размер пособия по уходу был выплачен, и помимо этого еще размеры тоже увеличили многократно. Вот смотрите, значит, в 2013 году в начале года было 13 500, мы потом где-то с марта месяца довели эту сумму до 15 тысяч, да, в 23-м. А потом уже, увидев, что у нас неплохо идет работа в плане собираемости налога, страховых взносов, мы с 2024 года инициировали 100% увеличение. Это получалось на каждого рожденного ребенка 27 тысяч рублей для работающих граждан и 22 тысячи для неработающих граждан. Суммы для неработающих граждан была 11 200. Мы довели эту сумму до 22 тысяч. Помимо этого, еще мы сделали так, чтобы независимо от стажа работы, пособие по временной нетрудоспособности всем выплачивалось в размере 100%. Также осуществляется финансирование мероприятий, связанных с реабилитацией ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Сюда входит лечение, протезирование как в республике, так и за ее пределами, обеспечение медикаментами. Депутаты парламента единогласно приняли во втором окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Абхазия. Проект закона предусматривает обязательное прохождение лицами из числа специалистов авиационного персонала предварительного и периодического медицинских осмотров, наделение сотрудников службы авиационной безопасности полномочиями по задержанию для передачи правоохранительным органам лиц, нарушивших требования авиационной безопасности. Документ включает ряд других пунктов. Депутаты приняли закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках, а также в первом чтении внесли изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках. Депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Республики Абхазия. Изменения, вносимые в статью 13, регламентируют прием в гражданство Абхазии в общем порядке. Законопроектом предусмотрено увеличить срок проживания со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство
до 25 лет непрерывно, или данные лица должны проживать на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года непрерывно в течение 10 лет. Ну, хотелось бы пояснить, чтобы не было разночтений. Это касается для тех лиц, которые на момент принятия законопроекта, закона, значит, которые после принятия закона они, значит, будут подавать на гражданство. Тех лиц, которые проживали с 1999 года непрерывно на территории Республики Абхазия в течение 10 лет, это не касается. Вот чтобы не было никаких разночтений, это будет касаться. Да, это как бы это вот только, значит, будет касаться, когда закон вступит в силу, если вступит вот на день, значит, подачи заявления. Проектом закона предусматривается порядок приема в гражданство Республики Абхазия для лиц, являющихся потомками черкесов, адыгов, определение принадлежности которых устанавливается президентом. Ну, значит, в понятийном аппарате было введено это понятие, кто является потомком, значит, черкесов, адыгов, представителей этнической группы, чей язык относится к абхазо-адыгской группе, они также будут, значит, претендовать на абхазское гражданство в общем порядке, но за исключением проживания не 25 лет, а 10 лет. Значит, для этой, значит, этническая группа остается так же, как есть. Тоже, чтобы не было разночтений. И вот помимо этого мы в понятийный аппарат вообще ввели, значит, название, что потомки черкесов, адыгов, значит, кто вынужденно покинул историческую, значит, территорию проживания в северо-западной и центральной частях Кавказа, да, в результате событий 19 века, о которых мы все знаем. Прием в гражданство Республики Абхазия, установленный статьей 14 действующего закона, также подлежит изменению. В частности, законопроектом устанавливается квота приема в гражданство в упрощенном порядке. Не более 30 человек в год для лиц, имеющих особые заслуги перед Абхазией, либо обладающих профессией или квалификацией, представляющей интерес для республики. Гугут Савардания, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Абхазии прошло совещание с участием руководителей оборонного ведомства. Обсуждали вопрос подготовки войск к летнему периоду обучения. Первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Владимир Савченко в своем докладе отметил, что все запланированные мероприятия пройдут в намеченное время с участием подразделений и резервных бригад. План подготовительного периода к летнему периоду обучения выполнен в полном объеме. Основные усилия были сосредоточены на поддержании войск в постоянной боевой и мобилизационной готовности, их способности выполнять задачи по предназначению в любом районе страны, а также на подготовке вооружения и военной техники, поддержании ее в готовности к боевому применению, подготовке учебно-материальной базы к летнему периоду обучения, планирование учебного процесса в органах управления, войсках и военных комиссариатах. Отмечу, 30 мая комиссиями Министерства обороны и Генерального штаба проверено выполнение задач по плану подготовительного периода. Все председатели комиссии доложили о том, что все мероприятия выполнены в полном объеме. В плане поддержания высокой боевой мобилизационной готовности 100% проверено техники и вооружение, ее способность к выполнению боевых задач. Отмечается готово. В плановом порядке завершен перевод вооружения военной техники на режим эксплуатации в летних условиях. Продолжались выполнение мероприятий по наращиванию технического оснащения вооруженных сил. Выполнена первая часть контракта по поставке на вооружение вооруженные силы беспилотных летательных аппаратов. На этом мы закончили создавать учебно-материальную базу по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Сегодня мы имеем электронные тренажеры, а также реально действующие летательные аппараты, которые способны выполнять комплекс задач в интересах действий войск днем и ночью. Начало подготовки операторов с 1 июня. Учебно-материальная база подготовлена для проведения занятий. В основу ее были заложены требования и опыт
последних военных конфликтов, а также специальной военной операции. Представители абхазской диаспоры Санкт-Петербурга тяжело воспринимают тяжесть утраты, соболезнуют семье и выражают искреннюю боль и сочувствие в связи с гибелью в СВО нашего соотечественника Даура Хмелева. Он получил смертельное ранение, спасая своего боевого товарища. Он любил Абхазию, которую считал своим домом. Последним его желанием было быть захороненным именно у себя на родине, рядом со своим отцом, говорится в сообщении абхазской диаспоры Санкт-Петербурга. За 2,5 года существования аппарата уполномоченного по правам ребенка было более 150 обращений. Об этом сообщила омбудсмен Мактина Джинжоли. Какого характера эти нарушения и какие статьи Конституции Абхазии защищают права ребенка, рассказали нашему телеканалу сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка. Этот материал мы предложим вам завтра, 1 июня, в День защиты детей. А сейчас небольшой отрывок. Защита детей – это напоминание обществу о том, что необходимо защищать права ребенка, чтобы дети жили в гармоничном обществе, были счастливыми, получали образование, чтобы стали полноценными членами нашего общества. Я, как уполномоченный по правам ребенка, защищаю права несовершеннолетних в Абхазии. Для меня важно, чтобы весь спектр необходимых прав детей были защищены в Абхазии. Но на практике, к сожалению, иногда бывает по-другому. У нас очень много случаев обращения в наш аппарат. Если говорить за прошлый год, было 65 обращений по нарушениям прав ребенка по различным направлениям. В общем, за 2,5 года существования аппарата уполномоченного по правам ребенка было более 150 обращений. По осуществленному нами анализу на первом месте находится нарушение прав ребенка, связанные с фактами насилия в отношении детей. Далее по количеству обращений очень много связано именно с нарушением права ребенка общаться с родственниками, с правом воспитываться в семье. Также очень много обращений, связанных с отсутствием у детей документов, удостоверяющих личность. И можно сказать, что замыкают эти обращения факты, связанные с нарушением права ребенка на материальное обеспечение. То есть когда один из родителей не оплачивает алименты. Что же такое буллинг и как он влияет на психическое здоровье ребенка? В преддверии Международного дня защиты детей в центре «Проспект» прошла презентация пособия по превенции насилия, буллинга и кибербуллинга в отношении детей, организатором которой стал Детский фонд Абхазии. О влиянии столь жестокой формы эмоционального насилия расскажет Ульяна Рожкова. Буллинг. Что же это такое? Буллинг является одним из самых распространенных факторов насилия в школах в наши дни. В школах и других образовательных учреждениях сталкиваются с буллингом, который включает в себя драки, сплетни и слухи. Как же правильно нужно бороться с этим и как общаться с детьми, чтобы они не подвергались насилию буллинга? Насилие в современном мире оказалось тем элементом в человеческих отношениях, которое с трудом поддается искоренению. Оно встречается повсюду, в семьях, в отношениях между отдельными людьми, в обществе. К сожалению, данная форма насилия присутствует и в нашей стране, несмотря на традиционное абхазское общество, где проявление грубости и тем более насилия по отношению к детям было неприемлемо и считалось недостойным. Сегодня же этот вопрос остается наболевшим и нуждается в открытом обсуждении. К сожалению, тогда, когда мы проводили тренинги, у нас этого пособия не было. И оно еще как бы готовилось. Но на основании этих тренингов, когда мы встречались с учителями и по районам, и в сухумских наших здесь школах и так далее, мы увидели, на что они особо обращали внимание. И они хотели бы иметь такие инструкции, такие правила, по которым они могли бы работать с детьми. Я здесь часто говорю не только об социальных работниках, психологах, но есть еще учителя. Это учителя школ, которые очень большое значение имеют сегодня и для детей,
И я считаю, что и для всего нашего общества. Само название пособия отражает ту суть, которую хотели донести авторы. Основная задача – профилактика всех форм насилия среди структур общества, семей, психологов, педагогов, для которых дети являются важным звеном. Ведь независимо от того, какой метод использует буллер, он может оказать негативное и долгосрочное влияние на ребенка. Из-за неустроенности взрослых именно дети в первую очередь оказываются жертвами насилия и жестокого обращения. Какая-то их часть становится известна обществу, но в основном проблемы скрыты в замкнутом и избитом разуме ребенка. Мы хотим жить в обществе здоровом и физически, и психически, обществе, которое развивается, и тогда нам всем нужно прикладывать посильные усилия, которые будут во благо детям и обществу в целом. Люди, которые часто подвергаются насилию, начинают думать и верить в то, что это естественный и нормальный образ жизни, ведь иногда буллинг приводит к плачевным последствиям и даже к суициду среди молодых людей. Дэн Олвиус, шведско-норвежский психолог, который провел большое систематическое исследование в этой сфере и на чьи рекомендации ссылались авторы пособия, говорил, что школьника буллят, когда он подвергается негативным действиям со стороны одного или нескольких детей систематически в течение какого-то времени. Пособие от детского фонда Абхазии не первая попытка бороться с этой проблемой, но в этой инструкции заложена основа будущего здорового поколения Абхазии. Ульяна Рожкова, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Мы есть то, что мы едим. Тема безопасности продуктов не теряет свою актуальность. 7 июня на культурно-деловой платформе ГУМА в Сухуме состоится ярмарка, посвященная Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. Тема праздника в этом году – безопасность пищевых продуктов готовится к непредвиденным ситуациям. Фермеры-участники представят свою натуральную продукцию, разные виды сыров, свежие местные овощи, творог, мед, абхазские вина, ликеры и многое другое. Специалисты проведут для гостей мастер-класс по изготовлению сыра халуми и расскажут о средствах индивидуальной защиты и правилах хранения молочных продуктов. Время проведения с 11 часов дня. Поймай свой шанс, купи билеты на матч Кубка Абхазии между командами Нарт и Рица, и, возможно, ты поедешь на игры стран БРИКС. Госкомспорт Абхазии разыгрывает 5 путевок на 10 дней на игры стран БРИКС, которые пройдут в июне в Казани. Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билет на матч стоимостью 100 рублей, который будет проходить 1 июня на Сухумском стадионе «Динамо». Надо будет опустить отрывную часть билета в барабан для розыгрыша, а основную часть оставить себе для последующей идентификации. В перерыве матча будет проведен розыгрыш, в котором выявят 5 счастливых обладателей путевок. Подробности читайте на сайте Госкомспорта. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни на территории Абхазии ожидается пасмурная погода. В субботу дождь, гроза, в воскресенье погода улучшится. Ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом информационный выпуск Амщукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.